Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин. Это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Все новое – это, как известно, хорошо забытое старое, причем, как правило, не такое уж и забытое и не такое старое. Когда речь заходит об образовании, как о системе, об изменении подходов в обучении, нередко вспоминают про старую добрую советскую школу. Вспомнил про нее и Владимир Путин, когда не так давно заявил о необходимости отхода от так называемой болонской системы высшего образования. Не надо бояться реформ, полагает национальный лидер страны, когда речь заходит о качественном образовании. У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для образования, трудоустройства, профессионального роста. Возможности, а не проблемы, подчеркнул Путин. Новая система, по его мнению, должна представлять собой синтез лучших практик советского периода и последних десятилетий. Трудно не согласиться. О советской практике распределения выпускников вузов Владимир Путин прямо не сказал в своем послании. Скорее всего, такая идея на уровне правительства страны детально не прорабатывалась. Но кто сказал, что от нее отказались совсем? Вот и депутаты Татарстанского госсовета предложили подумать всерьез. Предложение, пока даже не в виде законопроекта, звучит, по крайней мере, для тех студентов, что поступили и учатся на бюджете. И неважно, за счет средств федерального, республиканского или местного бюджета. По окончании вуза такой студент обязан отработать не меньше 3 лет по распределению на предприятии, о чем он заключает соответствующее соглашение. Или возвращает государству деньги, потраченные на его обучение. Такая практика, как известно, действует и сейчас, когда речь заходит о так называемых целевиках, то есть выпускниках, которые отучились по целевому договору с предприятиями или муниципалитетами. Предлагается распространить такой же подход, нюансы можно обсудить, и на всех бюджетников. Сейчас это не принято, но было в ходу и неплохо работало, кто помнит, в советское время. У нововведения, даже пока на уровне идеи, сразу нашлись как ярые противники, так и сторонники. Кратко, какие аргументы против? Первый. Система распределения устойчиво работала в условиях плановой советской экономики, когда был госзаказ и все предприятия были обеспечены соответствующими ресурсами. Кто может гарантировать, что она будет столь же эффективной в реалиях рыночной экономики? Второе. А будут ли в случае распределения предприятия мотивированы повышать зарплату молодым специалистам и в целом улучшать условия труда? Ведь поток трудовых ресурсов в любом случае обеспечен. Аргументов «за» на самом деле не меньше, я сейчас не буду подробно на них останавливаться, просто из экономии времени. Приведу один, на мой взгляд, ключевой, и приведу в виде вопроса, который вполне можно считать риторическим. А нынешняя система фактического распределения выпускников вузов, когда подавляющее большинство молодых специалистов не идут работать по специальности, нас может устраивать? Государству эта система выгодна, а реальному сектору экономики? Задайте эти вопросы сами себе еще раз, и тогда поймете, что идея одной из лучших советских практик по распределению выпускников вузов не такая уж и несбыточная. По крайней мере, как и в какой форме ее реализовать, подумать можно и нужно. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ.